в 2009 году мы начали с группой инициаторов тогдашнего департамента по лесным отношениям Республики Саха-Якутия собирать историю лесного хозяйства Якутии. Результатом этой большой работы, пятилетней, родилась вот эта книга, называется «Во благо лесов Якутии». Она была издана 75-летию лесного хозяйства Якутии в 2014 году. В этой книге отражены все основные вехи развития лесного хозяйства Якутии, очерки о самых заслуженных, самых знаменитых лесоводов Якутии и история всех наших подведомственных учреждений, лесничеств, Якутской базы авиационной охраны лесов и автономного учреждения Якутлесресурс. Книгу труд был проделан большой, и в ходе вот этого написания книги у нас, конечно, мы нашли очень много документов создания нашей отрасли, уникальные фотографии. И вот все эти вот документы, они у меня находились дома, хранились дома, да. И поэтому после написания книги мы обществом лесоводов Якутии, есть такая общественная организация, наша, объединяющая всех лесоводов, вышли с инициативой «Давайте начнем создавать музей леса нашей отрасли, нашей Якутии». Потому что мы считаем, что все равно все это не должно храниться в чьих-то личных библиотеках, в котором хотя бы, чтобы имело представление люди о лесном хозяйстве, о лесах Якутии. Подбирали помещение, где бы, создать. И я являлась директором якутского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения Рослесинформ. И в то время у нас первый этаж позволял 2 больших зала. И один зал мы выделили как учебный зал, и второй зал под сам музей леса Якутии. Для чего, музей и цель работы музея была создана? Для того, чтобы распространять знания о лесе, об отрасли. В этом учебном зале мы проводим занятия для студентов по специальности лесного дела АГАТУ. Ведем 3 курса: это лесоустройство, таксация леса и введение специальности. Поэтому постоянно используем материалы нашего музея леса для обучения студентов. Собрали мы вот здесь большую библиотеку, нашу лесную библиотеку тоже используем. И как в организации, которая ведет весь учет лесов Якутии, у нас есть, конечно, и карты, и таксационные описания. Все это используется в ходе процесса обучения студентов, подготовки кадров для нашей отрасли. Много посещают наш музей. В основном она создана для студентов, школьников, и для тех, для населения, кто, хочет прийти и посетить, и посмотреть нашу историю. А по предварительной записи или свободно всегда? По предварительной записи, потому что у нас специфика работы, мы работаем, у нас музей не такой, не открытый, не отдельно стоящий, находится в учреждении, где есть определенные требования у нас и секретности, и поэтому мы по записи. У нас в отрасли работало 2 героя, которыми мы всегда гордимся. Это герой Советского Союза, участник войны Степанов Николай Савич. Он работал лесником Балаганчинского обхода Вилюйского лесничества в годы войны. И единственный у нас герой труда Российской Федерации в лесной отрасли по всей России – это лесничий Хангаласского лесничества, сейчас на заслуженном отдыхе, заслуженный лесовод Российской Федерации Устинова Варвара Михайловна. Вот здесь находятся их портреты.
Этот стенд у нас посвящен руководителям лесного хозяйства Якутии. За всю нашу 84-летнюю историю лесного хозяйства их было не очень много, люди работали подолгу. Из них самые, конечно, заслуженные — это Аникин Константин Георгиевич, основатель лесного хозяйства, Щербаков Игорь Петрович, Соколов Сергей Петрович, Загайнов Василий Павлович, заслуженный лесовод Российской Федерации. Он до сих пор, жив, скажем. В этом году мы провели его юбилей. Кондратьев Николай Николаевич, Ольцев Вячеслав Степанович. Они каждый почти по 17-18 лет руководили лесным хозяйством. Для того, чтобы охранять лес, мы все должны знать, что у нас здесь, в Якутии, какими лесными богатствами мы располагаем, какие леса у нас растут, типы лесов, породы лесов, возраста, запасы. Вот этим всем занимается лесоустройство. И лесоустройство в Якутии начиналось в 1910 году, когда первая лесостроительная экспедиция под руководством Антона Антоновича Гайдука приехала в Якутию и начала прилично около реки Лены составлять карты, считать все запасы, учитывать все наши леса. И вот здесь у нас есть уникальный экспонат, называется «План лесонасаждений» Алекминского лесничества, которое нарисовано Антоном Антоновичем в 1915 году. Вот этот самый старый план лесонасаждения сохранился. Затем это уже запасы, карты уже более современного периода. И вот весь лесной фонд у нас разделен на лесничество. Их у нас сейчас в Якутии 25. Лесничество, в своей очередь, на участковое лесничество. И весь лесной фонд у нас учитывается по лесным кварталам, а внутри квартала по выделам. И вот если посмотрите карту, то сразу видно, где какая порода растет, какого возраста и так далее. А между кварталами, если кто-то, может быть, старшее поколение в тайге, кто ходит, охотники, наверное, видели, да, на пересечении квартальных просек ставился квартальный столб. И вот у нас мы сделали соответствующий ГОСТам квартальный столб, где по углам обозначаются номера кварталов. И вот такой квартальный столб у нас должен стоять на пересечении квартальных просек. Дальше у нас, значит, идут приборы. Приборы, значит, как лесоустройство, приборы, которыми пользуются лесничество, приборы, те, которые использовались в тушении лесных пожаров. Мы каждому из них рассказываем, что такое лесоустройство, что такое охрана лесов от пожаров, что такое защита леса, да. И показываем, вот, например, вот здесь у нас есть манекена два, один парашютист, другой десантник. И многие не понимают, как это, чем они все отличаются, как они тушат с воздуха, что ли, тушат пожары, да. А вот парашютист спускается на место тушения лесных пожаров на парашюте, десантник спускается с вертолета на спусковом устройстве. Ну, естественно, вот тут используются в работе и зажигательные аппараты, чтобы встречный отжиг провести, и ранцевые лесные опрыскиватели, и лопата, это для того, чтобы минполосы сделать. Ну и все основные, вот, скажем, тех времен оборудования у нас вот здесь представлено. Ну, кроме техники большой, тракторов, бульдозеров, машин. Инструменты, которыми пользуются наши лесоустроители и лесничество при отводе таксации лесосек. Ну, если вот, например, иногда смотрят, спрашивают, что это такое, это стереоскоп. Это для того, чтобы дешифрировать снимки, стереопары, которые сделаны с воздуха, с помощью которых мы можем все определить по лесу. Также здесь геодезические приборы, есть высотомеры, есть призмы Анучина, мерные вилки, буссоли. Вот это вот здесь у нас все обозначено. Также у нас вот тут же система хранения. Есть, например, инструменты, которыми пользуется летчик-наблюдатель. Карты, схемы старых лет. И вот в каждой системе хранения мы вот так вот располагаем наши экспонаты.
Вот так вот. Интересный такой срез есть лиственницы даурской возрастью 320 лет. А каждое годичное кольцо соответствует одному году. Пускали в различные года. Это наши книги. Проводим общество лесоводов большую работу по изданию книг. В прошлом году мы выпустили книгу «Столетию героя Советского Союза» Степанову Николаю Савичу. Здесь книга про героя труда, книга про историю и многочисленные, брошюры, посвященные Аникину Константину Георгиевичу, тоже выпускали. 75-летию авиабазы выпускали. 60-летию якутского филиала выпускали. Затем здесь находятся книги Щербакова Игоря Петровича, например. Еще очень уникальная книга «Лесные пожары в Якутии и их влияние на природу леса». Леса Южной Якутии, проблемы изучения межлотной зоны. И есть еще книги, которые тоже выпускали по лесничеству, по различным. В России конкурс назывался по музеям леса, да, и в прошлом году у нас было такое большое достижение, что наш музей леса занял первое место в конкурсе музеев леса. Большое сказали, хоть помещение небольшое, на маленьком помещении мы, в принципе, максимально все собрали. Здесь у нас есть экспонат, который занял по России тоже, в рамках этого конкурса был номинация «Лучший исторический экспонат». И наш экспонат – это лесной кортик образца 1906 года. Раньше лесничие в царской России обязаны были иметь обязательно кортики. Он у нас занял второе место. Вот такой лесной кортик, так как это называлось лесная охрана. Есть такое, у нас 90% насаждений – это лиственница. И основная порода у нас лиственница каяндера. И очень многие всегда задумываются, почему фамилия такая каяндера, да? И мы раньше тоже думали, почему лиственница каяндера. Оказывается, в начале века Аима Карла Каяндер – это финский лесовод, финский ботаник, политический деятель. Он был премьер-министром Финляндии в 1937-1939 году. В начале века он проходил со сплавом по реке Лена в 1901 году и описал нашу лиственницу. Поэтому она носит имя лиственницы каяндера. И с лесного хозяйства начинали работать очень видные ученые. Во-первых, годы войны, когда наш Аникин Константин Георгиевич и Соколов Сергей Петрович ушли на войну, были призваны, лесное хозяйство остался руководить их друг Щербаков Игорь Петрович. Наверное, слышали, да, это доктор наук, директор Института биологии, который И он у нас начинал с лесного хозяйства, и после войны он ушел в науку. И второй такой очень значительный человек – это Поляков Лев Константинович. Он у нас работал в якутском лесничестве директором, затем в Верхоянске работал. И он после войны тоже переехал в Москву. И эти два человека, Поздняков Лев Константинович и Щербаков Игорь Петрович, они основали и являются основоположниками такого раздела науки, как межлотное лесоведение. Их основные труды – леса России, леса Южной Якутии, Даурская лиственница и так далее. И очень многие, когда приходят, всем становится так интересно, что такая была связь нашей отрасли с наукой. И люди, которые основали межлотное лесоведение, все работали выходцы с лесного хозяйства.